Как сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Якутии, тело ребенка обнаружено 31 августа, рядом обнаружен газовый баллончик. В данное время ведется проверка. В дежурную часть отделения МВД России по Амгинскому улусу обратился житель села Амга, у которого из гаража похитили боксерскую грушу и перчатки. Потерпевший оценил пропажу в 15 тысяч рублей. Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу 48-летний безработный местный житель. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения приметил гараж на территории одного из частных домов. В гараже он ничего ценного не обнаружил и тогда решил забрать то, что нашел – боксерскую грушу и перчатки. Спортинвентарь он подарил 16-летнему сыну. Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Якутске из-за детской шалости сгорел гараж. На пульт 01 поступило сообщение о том, что горит гараж на улице Кузьмина. К моменту прибытия первого пожарного расчета из гаража шел густой черный дым. В результате пожара огнем повреждена мебель внутри и имущество на площади 10 квадратных метров. Предположительная причина пожара – детская шалость. Виновный и ущерб устанавливаются. Очередной случай стрельбы произошел в субботу в США. В городах Одесса и Мидленд на западе штата Техас погибло 7 человек и более 20 получили ранения. Стрелявший погиб в перестрелке с полицией. Полиция сообщила, что стрелок белый мужчина в возрасте около 35 лет. Мотивы преступления неизвестны. А во Франции вооруженный ножом мужчина в субботу напал на стоявших на автобусной остановке людей в городе Виллербан. 1 человек погиб, 9 пострадали. Злоумышленник арестован. Его личность и мотивы пока неизвестны. Подробности рассказывает Артем Сторонов. 1 человек погиб и по меньшей мере 9 получили ранения вечером в субботу в результате нападения вооруженного ножом мужчины в граничащем с Лионом городе Виллербан на востоке Франции. По данным полиции, злоумышленник атаковал людей, ожидавших автобуса на остановке возле станции метро Лорен-Бонневей, а затем побежал в сторону подземки. Здесь его задержали стражи правопорядка. Погибшим оказался 19-летний юноша. 3 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. О личности нападавшего и его мотивах пока ничего не сообщается. Но ряд местных изданий со ссылкой на близкий к следствию источник пишут, что это выходец из Афганистана. На место происшествия прибыли мэры Лиона Жерар Коллон и Виллербана Жан-Поль Бре. Даже прокурор пока не раскрывал национальность нападавшего, но я уже слышал, что все говорят, что это афганец. По словам некоторых, он просил предоставить ему убежище. Это все, что нам известно. Пока что полиция пытается установить его мотивы. Следователи находятся на связи с прокурором Парижа, чтобы понять, в зависимости от информации об этом человеке, каковы могли быть его мотивы. Изначально полиция искала второго возможного нападавшего, у которого, по некоторым данным, был при себе шампур. Однако потом поиски были прекращены. Следователи продолжают опрашивать очевидцев. А на этом наш выпуск подошел к концу. За развитием событий следите в следующих выпусках новостей. Всего доброго и будьте...